Ассаламу алейкум рахматуллах. Сегодня мы решили записать еще одну дискуссию на довольно актуальную в последнее время тему для ингушского общества. В частности, речь идет о событиях, скорее о такой последовательности каких-то событий, которые привели к тому, что на общественном плане в республике появилась такая организация, как культурный центр БАРТ, которая вызвала довольно однозначную реакцию в ингушском обществе, которая выражалась в том, что люди были недовольны, что кто-то присвоил себе право говорить от ингушского народа, представлять ингушский народ в отношениях с кем-то. Это началось довольно трагических событий, которые произошли буквально перед Новым годом в Грозном. И за этим событием последовала такая череда таких публичных заявлений и действий, которые привели к ряду событий. Этот вопрос был сильно политизирован, и в водоворот этих событий были втянуты различные организации, общественные деятели, ранее известные и ранее неизвестные, ранее, скажем так, которые были замечены не в самых благовидных для общества поступках. Ну, в общем, все это в конце привело к тому, что о чем мы сегодня хотели бы, в принципе, и поговорить. Это появление на общественном поле организации, которые претендуют на какую-то роль в гражданском обществе Ингушетии. Чтобы поговорить на эту тему, мы сегодня пригласили на онлайн-конференцию общественного деятеля, правозащитника и журналиста Магомеда Мусольгова и общественного деятеля, представителя тейпа Тимурзиевых-Султыговых Рамзана Султыгова. Вместе с Магомедом и Рамзаном мы постараемся внести какую-то ясность в ту череду событий, о которых я сказал. Мелькали вокруг Пивкурова. Мне жалко, но они есть. Среди них много немолодых людей. Акилов, он не молодой. Пошев, он не молодой. Сагов, он не молодой. Албагачиев, он бывший муфтий. Или Султыгов, который был и в общественности, потом перебежал, стал работать в Миннате. Эти люди немолодые, должны понимать, что делают. И они не могли спекулировать тем, что мы представляем народ. Если бы они сказали, что они себя представляют, нету никаких вопросов. У любой организации есть такое право. Но их никто не делегировал. Тем более, это сделано под благим делом, таким завесой того, что мы выполняли миротворческую миссию. Ну, для этого есть помирительная комиссия, для этого есть институт. Я вот этот момент хотел уточнить как раз. Для начала было такое четкое прямое выступление Сераждина Султыгова, буквально недавно, который обозначил, что делегация ездила в Чечню для решения определенных вопросов. Но он обозначил, что они, как бы, условно говоря, превысили свои полномочия. Вот о чем речь шла, Рамзан, если можно, пожалуйста. Можно я кое-что скажу, прежде чем Рамзан ответит? Но Сараджин Султыга говорил не от себя, это были представители тейпа Султыговых, Тимурзиевых, во-первых. Во-вторых, очень важно подчеркнуть, они требовали разъяснений, фактов того, что случилась действительно трагедия. Но там дальше уже пошло действительно политизация той ситуации чужого горя, которое произошло. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Для нас это был шоком, на самом деле. Это я лично и даже многие Тимурзиевы, Султыговы, не то что там молодые, но даже и возрастом постарше, вообще не знали, что такие люди вообще живут там. Мы не знали об этих людях. Об этих людях мы узнали только из того, что вдруг, как снег на голову,
появилась информация, что в Грозном убили полицейского Далгеш Долцин. И вдруг мы узнаем, что это братья Тимурзиевы, потом мы узнаем имена, потом мы начинаем копаться, кто это такие. Естественно, мы же не можем, если эти люди не отрезаны от тейпа официально, как, например, в случае с Марифой, например, да, Султыговой, если эти люди не отрезаны от тейпа, то это являются нашими людьми. Плохие они, хорошие они. И мы, конечно же, хотим узнать, виноваты эти люди или их просто так там из-за какой-то бытовой ссоры там их убили. И, естественно, мы в нормальной форме, как нормальные ингуши, мы же не знаем там, какие лестницы мы там должны пройти, чтобы до кого-то достучаться. Мы официам, в чем они виноваты, за что. Потом, значит, когда появлялись эти доказательства, в нашем тейпе на самом деле бурные процессы, хотя со стороны это было не было видно, но любой из тейпа Султыгова подтвердит, что на самом деле мы были очень озабочены вот этим вот конфликтом, нам не хотелось это. Вот эти вот процессы, которые проходили, как были деланы вот эти вот видеообращения, вот эти моменты я не хочу затрагивать. Это есть такое понятие интерес тейпа. Вот. И этот интерес тейпа, в данном случае я его защищаю, потому что он не противодействует интересам моего народа. Давайте подойдем, вот это вот, оставим все вот эти вот процессы, которые были, которые мы видели, выкладывали видео, ответную реакцию мы видели, вот это все видели, и нету надобности просто-напросто терять и наше время, и время наших слушателей, вот это все повторять. Единственное, давайте подойдем к этому моменту, который нас больше всех интересует. Правильно? Когда мы сделали 3 обращения от тейпа Султыговых, 3-е обращение зачитывал Магомед Башир. Почему? Потому что, когда ты делаешь обращение, надо, чтобы тебя люди слушали. Так как Сараждин уже как бы по реакции с той стороны было видно, что уже его разговор или его обращение раздражают, и нам было понятно, что наши люди виноваты, и нам надо как-то найти контакт для диалога. И Магомед Башир сказал, что он будет зачитывать вот это вот обращение. Мы сказали, что когда у нас позовете, мы готовы приехать, помириться. Если есть наша вина, если по шариату, если есть наша вина, мы готовы взять эту вину на себя, мы приедем. И на этом мы остановились. Стали ждать, пока нам скажут с той стороны. Давай тогда немножко один момент уточни, пожалуйста. Ну вот Махмед затронул такой вопрос, что у нас существует примирительная комиссия. Да. Я немножко не в курсе по поводу процедуры обращения. Они сами выходят или кто-то на них должен выйти. Это один момент. И второй момент. Вот есть совет тейпов, куда входят представители Тимурзиевых, Султыговых в том числе. Они делали обращение, по крайней мере, они обращение свое делали к чеченскому народу и обозначили такой момент, что никаких вопросов межнациональных здесь нету, конфликта здесь быть не может, что это вопрос тейпов, и там вроде бы готовы как бы этот вопрос решать. Это до этих событий или после событий? Это было до того, как мы поехали туда. Ну, наши люди поехали туда мириться. Совет тейпов обращение сделал. Но совет тейпов не сказал, что они сами поедут. Совет тейпов не сказал, что они нам представители каких-то дадут. Я не хочу сейчас вину возлагать
на совет тейпов, потому что совет тейпов, они сказали, что правильно будет, они действительно правы в этом, что правильно, что если люди помирятся, и они за то, чтобы люди помирились. Это правильные слова. Но если, например, из совета тейпа кто-нибудь поедет, например, совет тейпа поедет, то, возможно, даже невозможно, а точно, просто-напросто власть нашей соседней республики с ними не будет разговаривать. Почему? Потому что есть какие-то определенные предпосылки, которых я тоже не хочу говорить, они всем известны, эти предпосылки. Поэтому нужно было, чтобы кто-то, например, кого они будут слушать, то есть та сторона, с которой мы должны примириться. Если мы уже как бы Я бы, определились... знаешь, скорее сказал бы, у Совета Тейпов есть как бы такая принципиальная основа их позиции, которая скорее не устраивала бы чеченскую сторону, точнее, власти Чечни. Скорее так. Но это мы не должны озвучивать, потому что об этом и так все знают. Рамзан, Ахмад, я думаю, что очень важно в данном ракурсе сказать одну простую вещь. Хвала Аллаху, для нас всех самое главное, чего все пытались избежать вражды между чеченскими и ингушскими тейпами. Хвала Аллаху, алхамдулилlah, это удалось. Алхамдулилlah. Это главное. Об этом я тоже скажу. Я не вижу никакого смысла никому ездить к чеченским властям или каким-то другим, или к ингушским властям. Этот процесс должен был быть между двумя родами или тремя родами, которые вовлечены вот в этот конфликт. И здесь важным вопросом стояло не допустить вражды. Остальное все было политизировано. И для нас, вот сейчас, в которой мы обсуждаем тему, главный вопрос, что политизировали люди, появились, которые использовали для того, чтобы как-то внести в публичное пространство тему «чужое горе» использовать в своих политических целях. Вот главный смысл, а не того, кто что сказал, что сделал. Чтобы на этом остановить все спекуляции, то мы должны сказать, как они появились. Правильно? После того, как сделаны были обращения, и мы на этом остановились, никто к нам не обращался, ни один человек не сказал, давайте мы сделаем, давайте. Все просто ушли в сторону, Да, действительно, на самом деле, к нам из других тейпов приходили люди в количестве 20 человек, 30 человек, оставляли свои машины и говорили, вот надо машины, вот нужны деньги, вот это, мы вам помогаем. Из ингушских тейпов приходили люди и на самом деле нас поддерживали. Я сейчас говорю про тех, которые являются авторитетами вот в таких вопросах. Появился Ахмад Сагов. Вот этот человек появился. Если мы сейчас будем говорить, что Султыговы и Тимурзиевы его туда не отправляли, это неправда. Мы его отправляли. Почему? Я объясняю, почему. Во-первых, в самую первую очередь, мы были виноваты в смерти чужого человека. И нам нужно было принести соболезнования, посетить парня в больнице и каким-то образом решить этот вопрос. Почему? Потому что наши же люди, вот, которых мы уважаем, мы их и сейчас уважаем, они же говорили, вот по нашим ингушским адатам, если вы виноваты, вы должны были хотя бы пойти туда. Но у нас не было возможности туда пойти, потому что эту встречу никто нам не организовывал. Появился Ахмад Сагов. Я не хочу сказать, что он спаситель в этой теме. Там фактически, если разобраться, наш тейп там никакой вины он не имеет. Да, наши представители там убили, но их тоже убили. То есть, получается, виноватые, они уже в могиле. Или не в могиле еще, может, им предстоит.
Там еще один вопрос был, почему-то никто об этом не говорит. Там была 20-летняя девушка в тюрьме, ее мать и ее отец. Я не говорю там отец, мать и девушка. Я говорю девушка и ее мать, это уже две женщины, которых как-то надо было вытаскивать оттуда. Вытаскивать как? Ну, как-то надо диалог какой-то, чтобы их вытащить, какой-то же диалог нужен. И вот мы пошли на этот диалог. Сагов Ахмад туда поехал. Мы знали, что он туда едет. Но очень многие представители нашего тейпа, очень многие, 90%, 95% были против того, чтобы он туда поехал. Именно вот этот человек. Но и тем не менее, сказать, что он поехал не от нас, это будет неправильно. Он поехал от нас, но мы сказали, наши условия были какие? Поехать в количестве 7-8 человек на 2 машинах и сказать следующие слова, еще раз подчеркиваю. Если мы виноваты, то мы принимаем вину со всеми последствиями. Если бы было бы в наших силах, мы бы этого не допустили бы. И мы не хотим, чтобы вот это все переходило на, как бы сказать, на вот этот уровень между там народами. Остановить фитну, которая разрасталась как буря. И им четко сказали, если вы скажете что-то помимо этого, то лучше не езжайте туда. Вот эти вот слова, они сами могут подтвердить. Если у них есть совесть, я не думаю, что это бессовестные люди, да, но если у них есть совесть, да, они сами скажут, да, нам вот это сказали, но остальное мы сами. Мы не сказали, мы их не просили, не уполномачивали, не унижать нас, ни наш тейп, ни наш народ. Мы их уполномочили, чтобы быть посредниками в этом деле. Смотрите, я хочу напомнить такой очень важный момент. За эти последние годы мы все прекрасно знаем, видели, слышали, на территории Чеченской Республики и Ингушской Республики таких подобных случаев было много. Также, то есть были убийства, боевики, полицейские, военные, чеченцы, ингуши, кто-то кого-то убил, кто-то кого-то подорвал. Ну, таких случаев было много за последние годы, это известный факт. Существовала, насколько мне известно, такая практика, что в делах, где как бы определены моменты, что это дела связаны с террористическими актами и такими открытой формой преступлений, если кто-то кого-то убил, то по этим вопросам кровная месть как бы не практикуется. Вот, насколько мне известно, такая практика существовала. Ну, кто-нибудь может вспомнить, чтобы вот подобного рода вопрос когда-либо за все это время возник? Я, по крайней мере, не помню такой момент. Я еще раз подчеркиваю, то, что было касается совершения преступлений, это правовой вопрос касается государства и государственных институтов. То, что касается примирения, кровной мести, это касается общественности, духовенства. Это вопрос, который лежит не политике, не в области государственных институтов. Мы сейчас обсуждаем, насколько я понимаю, мы обсуждаем создание, использование созданных властью общественных институтов в политических целях, в том, чтобы реальные институты общественные, которые существуют, в том числе и религиозные организации, заменить на себе удобные и использовать их в тех или иных случаях. Мы, конечно же, знаем много случаев, где
были большие последствия между людьми, которые враждовали, и тейпами. И они не относятся к правам. Но эти вопросы всегда решались на бытовом уровне, без участия власти. И они будут решаться и в дальнейшем. Это жизнь. И здесь не стоит вопрос, я говорю, вопрос того, что был конфликт, и он исчерпан, алхамдулилла, нужно закрыть вопрос. И там нету заслуги ни властей, ни еще кого-то. Просто они, как говорят политики, на этом погрели немного руки, пропиарились, и все. Нас интересует другой вопрос. Нас интересует создание религиозных общественных организаций, которые не имеют никакого отношения ни к обществу и не представляют его интересы. Но почему-то они постоянно говорят, что они представляют интересы того или иного народа. Вот смотри, вот создание вот этих вот организаций всяких, да, ну, назовем их однодневки, вот эти же люди, вот эти же персонажи, да, что я тебе говорю просто, Магомед, чтобы мы не забыли, они хотели создать Всемирный войнахский конгресс в Турции, в Стамбуле. Эти же люди. И по каким-то там причинам у них это не пошло. Сейчас они создают вот эту, то есть они хотели сделать альтернативу конгрессу нашему ингушскому там. Не получилось. Сейчас они хотят сделать альтернативу примирительным нашим комиссиям, муфтияту, авторитетным религиозным деятелям или общественным деятелям. Они хотят сделать альтернативу им. Буквально сегодня прошло совещание алимов Ингушетии, на котором обсуждался этот вопрос. Вопрос вот этой организации, частного учреждения БАРТ, по поводу участия этих людей в этих мероприятиях от имени ингушского народа. И вот даже я могу процитировать, ну, довольно жесткое такое, скажем так, прямым текстом. Я об этом Тот же не имам слышал, не читал. Альтиевской мечети Усман Мальсагов четко обозначил такой момент. Если вы хотите выполнять заказы государства, то делайте это от своего имени. То есть, если вас кто-то учредил, там, или Волков, или Калиматов, или еще кто-нибудь, то делайте их работу. Говорите, что вы от их имени выступаете где-то. Сейчас мы говорим о людях, которые хотят сделать альтернативу всей нашей общественной жизни в Ингушетии, в религиозном плане тоже. Я хотел бы у них просто спросить, вы когда говорите, что вы представляете ингушский народ, вы также представляете и Янда, который строил башни, или Хану и Хинга, вы тоже представляете их? Или, может, вы и Вездегазда тоже представляете? Может быть, вы представляете Сусурко и Сафарбека Мальсагова? На моей трагедии, которая произошла с моим тейпом, и не надо вот на этой трагедии сейчас закладывать какие-то личинки. На моей трагедии спекулировать я никому не позволю. Они о себе заявили именно вот в этом месте, вот в это время сейчас, в последнее время, именно на трагедии, которая произошла в Грозном, где два парня, Тимурзиевых, представителей моего тейпа, убили одного и одного ранили. Именно с этого начался их выход в свет в последнее время. А это значит, что они спекулируют на моем имени, на моей трагедии. И я официально заявляю, я не говорю от всех Султыговых. Хочу это подчеркнуть. Это лично мое мнение сейчас я говорю. И вообще полностью в эфире я говорил лично свое мнение. Султыговы не знают, что я здесь сейчас сижу, и я не позволю себе даже от своего тейпа говорить, потому что когда у меня спрашивают... Напомню все-таки, это к той мысли, которую озвучил Рамзан, что эти же люди практически участвовали, если вы все помните, в процессе проведения Всемирного войнахского так называемого конгресса, на который так никто не поехал. Там были приглашения присланы авторитетным
людям из Ингушетии, из научных кругов, духовных кругов. Ну, в принципе, туда так никто и не поехал. В принципе, мероприятие у них сорвалось, потому что ингуши не согласились в этом участвовать. Я хочу напомнить еще очень важный момент. Опять же, вы помните тот период, когда буквально только прошли аресты после 3 апреля 2019 года. Буквально через несколько дней в Ингушетии должна была приехать группа правозащитников из Москвы. Магомед, наверное, точно помнит. И они должны были встретиться с общественностью республики. И в этот момент тоже в общественном поле неожиданно всплыло так называемый Союз патриотов Ингушетии. Вот там тоже точно так же присутствовали тот же Сагов, тот же Султыгов. На их мероприятиях, там, мавлиды они проводили, в общем, они за короткий период, чтобы как-то перед этими гостями выглядеть как какая-то структура и перед республикой хоть как-то что-то сымитировать, было проведено ряд мероприятий, там, якобы какие-то встречи у них. И в этих мероприятиях присутствовали практически те же самые лица, которые сегодня присутствуют в этой организации БАРТ. То есть они как будто кочуют с одной организации в другую организацию, когда это нужно власти, чтобы сымитировать общественное поле. Я хочу уточнить, что они кочуют не от одной организации к другой организации. Они всегда находятся при чиновниках, которые используют их в своих политических целях, чтобы, еще раз подчеркиваю, чтобы имитировать взаимодействие власти и общества. Когда Калиматов пришел, когда он назначен был главой республики, он поступил очень верно в 2-3 вещах. И одним из этих поступков важных было упразднение, созданное Евкуром управление по религии, которое фактически хотело развалить муфтиат. Я хочу напомнить, что альтернатива – это муфтиат и совет алимов. Это альтернатива. А БАРТ – это не альтернатива. Это клон, который должен заменить реальные общественные институты и выполнять указания Минаца, главы республики, спецслужб, неважно. Эти люди не имеют никакого отношения к альтернативе. Это не альтернатива. Эти люди участвовали, хотели провести конгресс. Они вот этих патриоты, которых называют, или вот БАРТ, который называют. Я даже название этих все не могу запомнить, только по одной причине. Они нужны на тот или иной момент, чтобы их могли использовать, ввести в публичное пространство, и они потом опять растворяются, потому что они не востребованы нашим обществом. Они не выполняют никакой общественной нагрузки. Применительную комиссию знают все, муфтиат знают все, правозащитные организации знают все, благотворительные организации знают все в республике и пользуются ихними услугами. Кого-то люди защищают, кому-то помогают, чьи-то участвуют в похоронах, свадьбах, примирениях. Эти люди, которые сейчас власть везде делегируют, им, конечно же, выделяют некие средства, на них работают государственные, региональные СМИ, потому что они часть вот этой системы, которая должна имитировать бурную деятельность. Вот главный вопрос, который для меня сегодня стоит. Для меня не стоит вопрос, связанный с кровной местью, с нашими адатами, шариатами. Слава Богу, там все улеглось, и для этого есть реальные общественные институты, и мы знаем, как это делается. Не публично и не я хотел, продолжая эту мысль, я все пытаюсь добраться до конечного результата вот этой деятельности властей, которые и клонируют, и пытаются альтернативу создать. До чего они пытаются добраться? Все-таки, что происходит? Вот мне никак покоя не дает сейчас, в этом году, вопрос предстоящих выборов. Наверное, всем известно, что в 2021 году предстоят выборы осенью. И до сих пор, практически 2 года, у Калиматова не существовало какого-либо контакта с обществом. Но сейчас, хочет он этого, не хочет он этого, ему придется
изображать хоть какое-то взаимодействие с обществом. Ну, хоть что-то надо будет делать, просто не получится уже. То есть я так понимаю, что Кремль уже этот вопрос, наверное, уже поставил, что перед выборами, даже если, как говорится, в России как практикуется, даже если результат известен, но имитация должна быть. И, соответственно, сейчас они нуждаются. Это я сейчас к вопросу, насколько временно эта организация все-таки возникла, нету ли такого ощущения, что мы в течение 2001 года нам уже не раз придется с ними сталкиваться. Я так понимаю, что они просто искали повод, на котором они могли бы как-то зацепить общество якобы своей полезностью. И вот я еще раз повторяю, такой нарратив получился, да, вот вмешательство, вопрос в кровном месте, потом уже заявление от имени народа, открытие каких-то там совместных центров с чеченскими властями, какие-то обмены. Нет ли ощущения, что это уже надолго? Но, само собой, это будет существовать, пока существует такая политика, пока существуют такие люди. От этого никак не избавиться. Дело в том, что насколько это эффективно и насколько это воспринимает общество. Конечно же, люди понимают. Сейчас нету глупых, неграмотных людей совсем, которые не разбираются, что происходит, что за процессы. Но понятно, что СМИ подвластные, которые, так сказать, отдел пропаганды будет показывать нам, что вот есть общественности в той или иной политической ситуации, они будут ее использовать. Я хочу сразу подчеркнуть, для меня очень важно, если вопрос имеет общественный резонанс, допустим, как сейчас борьба с наркоманией, мне не важно, кто принимает в этом участие. Муфтиат, власти, общественность, благотворительные организации, духовенство. Для меня это все вложение в одну копилку. Это благое. И я не скажу, что те или иные люди в этой борьбе лишние или имеют какое-то отрицательное значение. Тут важно подчеркнуть, что от их деятельности даже такого маленького взноса в общую копилку нету. Все, что они делают, чтобы власть имитировала. Правильно ты сказал, мало что зависит перед выборами или этим, но они могут это показать, могут об этом написать, у них на это есть ресурсы. И главное для чиновника ведь не решить проблему. Наши чиновники, вот это, к сожалению, это большая беда. Единственная их цель – угодить вышестоящему начальнику, чтобы как можно дольше оставаться при своей должности и иметь доступ к бюджетным средствам. Все. А закончится это точно так же, как и заканчивались все остальные проекты. Мы видели, сколько экономических проектов нам втирали при Евкуеве, что вот это мы сделали, столько-то школ, столько-то социальных объектов, столько-то заводов, фабрик. Но заменив федеральный центр одного своего назначенца на другого, Келиматов тут же сказал, что 80% всех этих объектов не существует или не действует. Это простая профанация. И он был вынужден это сказать, потому что он не имеет отношения к распилу этих сил. Тоже так же придет следующий, и все повторится до тех пор, пока люди не выберут себе власть, которая будет представлять их интересы, а не будет угождать вышестоящему чиновнику. Вот смотри, у них, я опять же к своим тараканам, да, потому что меня это серьезно задело, то, что нашу фамилию Султыгов и Тимурзиев они используют. Получается, они из моей трагедии сделали себе флаг, и везде вот этот флаг суют, что вот первым, что они делают, вот мы же такие хорошие, мы же там предотвратили большое кровопролитие между двумя народами. Я считаю, что это спекуляции. То есть мы те же самые Султыговы и Тимурзиевы, которые были до этой проблемы. Мы те же самые Султыговы и Тимурзиевы, которые являемся вашими племянниками, вашими дядями, вашими односельчанами, вашими коллегами по работе, вашими друзьями, вашими любимыми родственниками. Мы те же самые. Просто нашу фамилию, наши фамилии и нашу трагедию использовали
в ненужных руках это все просто попало. Это просто нашу фамилию используют в спекуляции. А так мы те же самые. Теперь возникает вопрос, он возникает у всех. Что делать с этими людьми? Что делать с ними, чтобы они дальше вот как бы в других местах как-то не появлялись? Я на этот вопрос сразу же, я сам себе задал этот вопрос, сам же себе на него отвечаю. Я к ним отношения не имею, не они ко мне. То есть я этих людей освобождаю, я имею в виду именно вот тех людей, которые сейчас вот в этом барте делают антинародную политику. Я этим людям официально заявляю, я Рамзан Султыгов, я к вам не имею отношения, вы ко мне не имеете отношения. Я вам не родственник, и вы мне тоже не родственник. Это единственное, что я могу сделать от своего имени. Пусть каждый определится сам. В связи с этим я бы хотел тоже буквально процитировать сообщение на Фортанга.орг, которое про сегодняшнее мероприятие написали Совет Алимов. Имам Алгабекской мечети Ибрагим Батыров заявил, что люди, которые сотрудничают с членами КПЦ БАРТ, хуже их самих, так как они хотят разрушить наше единство. Сегодняшнее собрание алимов, они довольно четко и конкретно обозначили свою позицию и взгляд такого большого количества людей, как вот Магомед сказал, это более 50 имамов. Я хотел бы сказать, что народная дипломатия намного многогранней. И иногда действительно приходится что-то сказать публично, что-то где-то промолчать. Главное, чтобы между нами не было вражды. Вот это самое главное. И мы же видим, что потому что наши участники, лидеры народного протеста арестованы, чтобы уберечь нашу молодежь, мы не выходим на улицы. Опять же, для того, чтобы избежать вражды, чтобы избежать кровопролития. Это тоже один из методов народной дипломатии. Понятно, что вопрос предстоящих выборов, в принципе, население никак не интересует. И это очень плохо. Для меня это является одним из самых больших недостатков региональной власти, когда они добились того, что обществу безразлично общественные политические процессы в регионе. Они не чувствуют то, что от них зависит судьба их улицы, их города, или их республики, или страны. Это очень плохо. И вот подобными вот такими созданиями клонов бесполезных организаций, которые всплывают только для того, чтобы мозолить глаза и создавать видимость, да, имитацию какой-то деятельности, разрушается наше общество. Поэтому они вредоносны, поэтому реальные организации, поэтому реальные общественные деятели, духовенство говорят о том, что от них нету пользы. Ну и люди сами разберутся. Нам действительно нужно просто их сторониться.